Хандыге в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019-2025 годы введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. Из них 2 накануне нового 2025 года. В этом году в поселке также будут сданы 2 многоквартирных дома. Столько новоселья в Хандыге, да еще в каменных домах. Такое в истории райцентра Тампонского улуса происходит впервые. В 2024 году по улицам Геолога Кудрявого и Лесная сданы 2 пятиэтажных дома. 194 семьи получили ключи от собственных квартир. Хандыгчанка Ольга Широких не нарадуется своей новой однокомнатной квартире. Свое новоселье она справила буквально перед Новым годом и теперь потихоньку обустраивается. Ну вот это наш новый дом. Мы только что переехали и обустраиваемся потихонечку. Еще пока не все вещи нашли свои места. Ну, как видите, в нашем доме. Проходите, пожалуйста. Ну вот, это наша кухонька. Кухня, конечно, большая. Если сравнить нашу старую кухню, это в старом доме кухня была в 2 раза меньше. И если один человек проходил, то второй стоял, ждал, пока другой не выйдет. Обедали мы, кушали в основном в зале. Получалось так. А теперь у меня тут вообще большая кухня, свободно тут. Все, что хочешь, делай, все можно положить, все спокойно тут несколько человек можно проходить друг к другу и не толкаться. Хорошо, удобно. Очень удобно, что у нас балкон находится со стороны кухни. Балкон наполовину застекленный, наполовину бетонный. Работать совсем близко. Тут медленным, нормальным шагом можно зайти за 6 минут. Я уже время измерила. После переезда в Хандыгу в 2013 году Ольга Федоровна долгое время арендовала квартиры. В конце концов, устав от многочисленных переездов, она в кредит купила квартиру в старом деревянном доме, который позже попал в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как просожителю я хочу сказать, конечно, поблагодарить. Свое жилье, например, на ипотеку я, наверное, уже бы никогда не купила. Быстрее так бы в старом доме, может быть, и жила. То, что вот заботятся о простых людях, вот эта новая программа, которая вошла людям, которые нет возможности купить дом, пойти в ипотеку, например. Бывает же и старые, у кого-то по возрасту, у кого-то многодетные, у кого-то не хватает денег и тому подобное. А вот здесь мы получили, да я даже и не мечтала, что могу получить бесплатную квартиру. Для меня еще до сих пор это шок. Ну, потихонечку обустраиваемся. В старом доме я покупала у людей, у них мебель была старая. В новом доме новое должно быть что-то обязательно новое. И здесь мы купили и кухонную стенку, столы, там подобное, мебель немножко прикупили. Еще будем обустраиваться, улучшать наше гнездышко. Двор мне нравится, здесь есть детская площадка, мусорные баки там чуть подальше. Нормально, мне кажется, очень хорошо. Если люди будут хранить чистоту и порядок и оберегать свой дом, этот дом простоит очень долго лет. Здесь и тепло, и хорошо, и светло. И, как говорится, в новом доме начинается новая жизнь. Ольга Федоровна всю жизнь трудилась в сфере культуры, постоянные выезды, гастроли, а вот накопить на ипотеку и новое жилье не получилось. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и республиканской программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сбылась ее мечта о своей квартире в каменном доме. В райцентре Тампонского улуса общий объем заселенного жилфонда составил 30 600 квадратных метров, расселенных 21 050 квадратных метров. В целом, на сегодняшний день в новые квартиры заселены 521 семья. Компенсацию получили 237 семей.
В этом заключительном году, в 2025 году, будет введено 2 многоквартирных дома. Это по улице Молодежная, 54-квартирный дом и 90-квартирный дом по улице Магаданская. В этом году будет еще у нас, объем заселенных жилищных помещений составит 5000 квадратных метров. Ирина Симонова около 40 лет прожила в деревянном доме по улице Строда. Там родились дети, выросли внуки. Они очень рады за своих новоселов, как и все друзья. Ирина Валерьевна – хлебосольная и щедрая хозяйка, любит готовить и угощать. Поэтому дом всегда полон гостей, а теперь и подавно. Очень долго там жили. Ну, скажем так, дома такой планировки не лучшей. Очень тесные. Ну, старые же дома. Строили же их еще в советское время. А здесь, ну, это вообще шикарно. Дом каменный, светлый, красиво, просторно. Мы очень рады. Прямо очень рады. Одни плюсы только. Вот одни плюсы. И этаж, и не солнечные окна. Мы всегда на солнечных окнах жили. Это ужасно, конечно. И балкон, конечно, это немаловажно. И в подъезде тоже очень удобно у нас животные. Собачка с кошкой. Собачке очень трудно подниматься, например. А здесь такие лесенки удобные. И вообще все замечательно. Вот одни плюсы. Минусов вообще нету. Ирина Валерьевна считает, что Хандыга, ставшая для нее малой родиной, несмотря ни на что, развивается. Для жителей создаются комфортные условия для проживания. Строятся компактные микрорайоны. Ну, программа переселения из ветхого жилья – это, конечно, очень хорошая программа, потому что дома уже ветхие, и планировки очень плохие. И вот когда наш дом признали аварийным, мы, конечно, очень обрадовались. Ну, пришлось несколько лет подождать, но вот и наконец-то вот свершилось в этом году чудо. Квартиры, вообще очень хорошие квартиры. Ну, торжественное получение ключей было у нас 12 декабря. Ключи получили. Через несколько дней мы уже переехали. Нам дети помогли, сын помог, друзья сына. Даже не заметили, как мы переехали. Ну, начали обустраиваться, сразу заказали кухонку, сделали самое первоначальное. Ну, установили всю машину стиральную, холодильник, спальные места, чтобы для комфорта. А сейчас мы планируем гардеробную делать, заказали мебель, обеденную зону для кухни. Самый долгожданный гость для Ирины Валерьевны – младший сын, который находится на СВО. Он еще не видел новую квартиру, но уже знает о переезде семьи в новостройку. А в гостиной все говорит – здесь ждут солдатов. Российский флаг и гирлянды триколор. Ну, конечно, мы мечтали, что когда-то что-то изменится. Вообще-то поселок у нас развивается, очень много строят, столько домов настроили, столько людей расселили. Вот. Ну, еще произошло такое событие у нас не очень радостное. Со Строда, со старого адреса мы проводили своего младшего сына на СВО. Вот. И до сих пор он там находится с первых дней по мобилизации. Ну вот, надеемся, может в этом, не может быть, а надеемся в этом году боевые действия закончатся, и сыночек наш вернется уже в новую квартиру. Вот. Уроженка Энгельского наслега Розалия Шарипова всю свою жизнь прожила в поселке Хандыга. Более 30 лет ее постоянным адресом регистрации был дом по улице Буянова. Но за последние 15 лет из-за сточных вод некогда добротный дом пришел в негодность. В свою новую квартиру Розалия Романовна заехала одна из первых и до сих пор не может поверить, что такое современное жилье она получила от государства бесплатно. Ну, мы жили там же постоянно, последние года у нас вода спускалась с этих кранов, чтобы не перемерзла. Очень мы долго ждали, когда нам дадут квартиру. И, наконец-то, вот мечта сбылась перед Новым годом в новом доме, новоселье в новом доме. Первое внимание обратили в ванную, чтобы машинка влезет или нет. Я даже порой просыпаюсь ночью и думаю, где я сплю, моя ли это квартира. Вот такая прямо радость.
Прихожу с работы, иду, прям все красиво, так желтый дом такой красивенький стоит, да? Ага. Как вам планировка? Планировка мне нравится. Дети, внуки, все сюда ко мне в гости хотят. Просто по очереди хотят у меня ночевать. У бабушки круто, у бабушки классно, у бабушки так вообще хорошо день даже. До торжественного открытия дома Розали не знала, на каком этаже и какой планировке попадется ей квартира. Можно сказать, она вытянула счастливый билет. Получила квартиру на комфортном 3-м этаже, откуда открывается чудесный вид на реку Алдан. Площадь в новой квартире 52 квадрата против 49 в старой. Ну, прожили мы 33 года. Мне сейчас что жалко очень, огород мой под окном, сад мой огород, где у нас охта у меня росла, я по 12 литров собирала охты. Теперь все, охты не будет, цветочков моих не будет красивеньких возле, под окном-то. Прямо как в деревне было мне там. Там мне было, конечно, очень шикарно. Все росло, все цвело, все вообще. Ну а так, подъезд спокойный, чистенький, стараемся по мере возможности сами порядок навести. Планы, конечно, у нас очень такие прямо, не знаю, огромные, большие планы. Посадить цветочки, скамеечки, стулья, ну, чтобы было уютно во дворе у нас. Вот это наша мечта. И чтобы детскую площадку, конечно, была здоровая, красивая такая же, чтобы не ломали дети. Розалия Шарипова – мама, бабушка и прабабушка большого семейства. У нее 3 детей, 13 внуков и 2 правнука. Как человек хозяйственный, любящий уют и чистоту, планирует помогать в благоустройстве придомовой территории, сажать деревья, цветы. Думать не думали, что когда-то будем жить вот в таких именно домах. Да. Спасибо правительству, спасибо нашей администрации, что нам довелось заехать в такие красивые дома, в такие шикарные, большие, светлые дом. С начала реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019-2025 годы, инициированные президентом России Владимиром Путиным, в поселке Хандыга Тамбовского района в новые квартиры переехала 521 семья. Компенсацией воспользовались 237 семей. В этом году завершается 2-й этап программы, и ключи от собственных квартир получат еще свыше 140 семей.